Хобзеква, апсуа телехопша аканалача, ишяшу ицо аэфир. Хастудичи иликшит апсны ахюнткара ахадарахе, ицо акандидатши, а журналистши. Уабзила шабит. Апсны ахадарахе, акандидатша. Ардзинба Адгур Амиранипам. Аршба Роберт Иванипам. Гумба Бадра Зурабипам, Барциц Олег Мсасипам. Добрый вечер, уважаемые кандидаты в президенты, коллеги. Добрый вечер, наши телезрители. Сегодня, в первую очередь, мы для них, наверное, работаем. Хотел напомнить регламент нашей работы, некие правила, которые установила нам Центральная избирательная комиссия, а именно это по 2 вопроса от журналистов. Хочу отметить, что здесь представлены практически все средства массовой информации нашей республики. По 2 вопроса, на которые кандидатам необходимо ответить в течение 3 минут. Вот такой вот регламент. Пресс-конференция планируется хронометражем в 2 часа. Поэтому приятного просмотра, хороших вопросов. Ушта супостара корышка, сарара пхепестара псышола истивит, саристивит рабхепестара, но срубы гиелы изалшара стара тиразм, харах кандидат шаги матч гърчама дыряшып, ишяшыл свой эфир, нейс ажу рахтует коллегатшам. Сыздару басипшихоп, кандидат шазиге ирзерхоп, Анульспи апсны ахада уица шицрпиекам хайда шута яхзбшу алхрапа ханарот шажун. Избанза юqaqwa юqhawa ахантара дарадза ирацу. Ишпафшу дышкыри абривиза ацбамта. Ихараку анапхгарахе анейра. Мачк турхазита шхерстаху. Истахыда сгуята хушала гаршилшит. Я хашаю гоништо под горами ранипа. Хобзеква. Шестара новашсус уицашим церцвит. Ташами ахави зге пснахадача ганах узефазу, узефазу Владислав Георгипа, Изахану Сергей Васильевич Васильев Изахану Избанукзер Рожлер Ирзаева. Агирки решус харцонаха сарасвамидара ужлер урзаегусер ариус маншала хот избанов за харахажла рел карат пау рич харахук абижал хаква нуми посо аша хам алшара гахамами неота ката коршха айпалара пахаму харачу тава абас усра начу абсна напхкара nu pulo unina waura puzero urokhyata shugo zavar awagi urzel gazu ubrizahana ari nisami sarayha ykhubz minalskhi yudru abkhanyaz gyalkhapa skhala sarkhi ve khoshuk sarvinitsqa sera politika yatpa za procesko jergi khabalak saras skhala sarkhon национальные интересы захцу и рахчаразы и халшу загахцу. Убризахан обрия амия ялхаз и нахагзару убризахан обрижихи уалхраконгия халахот связыги среди. Это был так афсума Роберт Иванипа. Если так асот на старес яхтас Ридарадзу Сузахан нас ималядзамст. Яхя аусква шуквала ри ноябрьхтысква аз уягана хяло хозар и оп нас авай сыдгалыз и ньюз инициатив группа и при атака хукра Анакзара Сазахан Зиги и Хау
осуд, ари Урусфилохозер — это осознанный мой выбор и ответственность, которую должен нести глава государства, я полностью осознаю. И яхя конституция шоала и шахуала ахтач яхя авилар или хаумчис мчиси ан и ан вегана хала авилар амчисто бас. Ай. Йогал. У нас самый патант, у нас харайские книги Алхракарах Хансоз и Хархон, Конституция реформа Атахубха и Яхя Амата и Шахмар Базала, и Гяза Цадзид и Абриел Васрука и аз Абхис за ноябрем за Алс, убери созвала Гала и Яхпеп, убери Яхех за Амца за реформа по Алагала Казам Яхех за Амцас, убери Сачломхау и Убачкун Шанас Аглар Резерчу Общественная палата Урусфилохозер Яхяисова Галуги Дауд Валентин Па Агарба, убери Далахопа реформа и убери программа Яхама Яхя, убери Далаху, Акта Далаху и убери Сашломхау, убра Янузиги Сазахан. У нас как раз это было совпадало со всеми моими мыслями. И, безусловно, это послужило к тому, чтобы я принял участие в наших выборах неочередных президентов. И في программа «Козыгис Рабхит» يحضروت. إشحام أتاك تخبرني إشحام Роберт Иванова. Что выступ нас подразумевает? Табупанна ходорос лот старо из badog zarkhum padekha itkara khodan короче чапхиг голос старо даре цохот и одехот артериали бшуксите гзна избо старо парацоп я хапи лабжат тагыл за шома хаймицко тагыл за шома хомпада аяш згашти ай хабу хода улицу амта ходз арташукское тагзадан избавный из избега воздаузер, ашукской тагдзана, пыша дырок хаму, хендкар амацаврачу, наски хендкар амацавразы, рабхицель галама, рашла юмазру, абзибара, иха хаза ябраяет гало, хара абсужлар иршугуту, ажлука ялцаз хау, хара хазлыцаз ажлука, Хайхабацва янугзалаги хажлар рыхчара рейкурхара яйца хзепшо царуква хзырхчот убреганы хелас куяны год яха яйволозыги уюзал шара рыму вот спяхент кара апекш азнера хажлар рамдвац азора сгуяны год апыша дыры рыму яхеева гулачкунца Езхаб, хендкара, пхалагаразы, срахаталус из заузер, а я шашас хота гранта, мапа цвискон, и выпшим, хажлар, хотарнакцва, аджаринаркна, абыркцва хонза, жамш рухуш, асип шайцжирацон, шнагян, ахомаз тынч, атаран алшаран сырта, наски сходшыз гоша, кысат шоша, сыжлар, Хажлар рымадзора схозбауша схоми пызым гадзиг, хажлар илархо ами яшуп хайзырхо, ахадзгалара хаузы хазахйоб, хажлари хендкари амацазурат. Табу. Алейкум сассам. Абзерафемаз хатырское журналистство, Абзерафемаз зиграбхе у вас яркашный сход, абриаз бара адколара, абриавиза. Уи дараю водою сразу.
Dara и Mariamist. Statsverzinge Dara и Вадеюн. Сраубасы сходствуют о политике, о кандидатстве. Рзинге уязбара адклара Dara и Mariamist. Убрякон сра ибзены сходствуют, нас свидетельствуют срасфевют. У ящтах связы сарей, гурпати какоби сарей уязбара и хадахкл. Бра загито елыр карцазы. Один цифр за Русфилги сход. Мы приняли это решение в интересах объединения нашего общества и в интересах стабильности в нашем государстве. И табуп Роберт считал Аргизара Умазарак. Да, я хочу еще пояснить телезрителям, тут вот я коллегам уже говорил, что вопросы задаются на двух языках, на абхазском и русском, и могут обращаться к каждому, на всякий случай, повторюсь, для наших телезрителей. Вопрос мой, может быть, преждевременный, есть еще более актуальный вопрос, но я уверен, зададут мои коллеги. Может быть, рано об этом говорить. Задать. Да, но тем не менее, готовы ли, это вопрос ко всем кандидатам, готовы ли вы признать итоги выборов и поздравить избранного президента, если доверие оказали вашему оппоненту? Опять-таки, вопрос может быть показаться кому-то банальным, но я думаю, нашим телезрителям и мне, в частности, будет очень интересно получить на него ответ. Олег Мсасович, если мы перед этим с Адгура Мирановича начали, может быть, вы ответите? Ну, для меня тут все абсолютно однозначно, здесь двух мнений быть не может. Результаты, признанные Центральной избирательной комиссией, они и есть окончательный вердикт. Поэтому я уверен, что выборы пройдут в конструктивной, спокойной обстановке. Очень на это надеюсь и призываю к этому всех участников этого политического процесса. Думаю, что выборы должны пройти не только в соответствии с буквой закона Республики Абхазия о выборах президента, но и в соответствии с духом, присущим нашей ментальности, без грязных технологий, без этого черного пиара, который, к сожалению, мы иногда наблюдаем в наших выборных процессах. Мы, кстати, опубликовали уже некоторое время назад меморандум, в котором призывали именно к подобному ведению избирательной кампании. Хочу подчеркнуть приверженность нас, наших единомышленников, положением этого меморандума. Надеюсь, что к нему присоединятся и другие кандидаты. И также хочу призвать всех пройти этот сложный и острый этап в нашей политической жизни без проявления агрессии, насилия, для того, чтобы продемонстрировать и нашему обществу, и всем, кто наблюдает с интересом за этим процессом, что Абхазия — это цивилизованное демократическое государство, и даже в столь непростые этапы мы в состоянии избрать законный и нравственно оправданный способ ведения нашей политической жизни. Спасибо. Владимир Зурович, может, вы продолжите? Спасибо большое за этот вопрос. Не случайно, я думаю, что этот вопрос задан в начале нашей передачи. Безусловно, это очень важный аспект признания итогов голосования. Голосование, которое, как всем известно, проходит всенародно. Это волеизъявление народа. Любой результат этих итогов необходимо признавать. Это однозначно. Я думаю, что все кандидаты с этим согласны. Никто еще и никогда не отбирал победу у народа. А это именно победа народа, когда есть возможность
через свое право реализовать народовластие. В этом смысле мы однозначно придерживаемся норм закона. Даже если подписать кандидатами некое соглашение, которое признается, в рамках которого признаются итоги голосования. Я думаю, что это правильное решение, учитывая напряженность в нашем обществе, такого рода посылы в общество необходимы. Спасибо. Роберт Иванович, продолжите. Конечно, если все говорить в рамках законодательства, если выборный процесс пройдет, конечно, как по-другому. Мы никогда по-другому не делали. Мы будем, я и моя команда, будем признавать выборы. Что касается сегодняшнего этапа до выборов, все зависит от того, как мы проведем. Я думаю, мудрость наш народ не покинула, и всегда и при любых обстоятельствах мы делали и вели себя так, как гласила наша Апсора, и наша жизнь, она это и показывает. Очень важно, чтобы не было никаких в процессе избирательной кампании моментов, которые бы могли бы дестабилизировать ситуацию. Это очень важно. И каждый, кто бы что бы ни говорил, должен, безусловно, осознанно выговаривать свою мысль и доводить до нашего избирателя ту кампанию, которую мы проводим. Это самое главное. Конечно, мы признаем выборы, если это будет все в рамках закона. А как по-другому? Другого я не вижу. Адгурам Иванович, прошу. Спасибо, Роберт, за вопрос. Как известно, я уже не первый раз участвую в выборах президента. В 2020 году по предварительным итогам нами было принято решение поздравить наших оппонентов. Мы приехали в штаб. Вот тогда Бадр Зурабович в качестве вице-президента нас там встречал, и Аслан Бжаня в качестве президента. Естественно, мы сделали такой шаг. Этот шаг был направлен на объединение нашего общества, потому как раскол, который продолжается с 2004 года, сильно тормозит наше развитие социальное, экономическое, культурное. Во всех направлениях у нас наблюдается противоречие серьезного характера. Вот этот шаг нами был сделан для того, чтобы попытаться остановить этот процесс, тормозящий наше развитие. Но далее события разворачивались известным образом. К сожалению, все это закончилось событиями 15 ноября. Я думаю, здесь мы об этом тоже поговорим. Теперь, если говорить о текущей выборной кампании. Конечно, мы в рамках закона, во-первых, в рамках закона должна проводиться предвыборная кампания. На сегодняшний день мы наблюдаем серьезного рода провокации. Льется грязь, анонимные телеграм-каналы, какие-то непонятные субъекты находятся в Абхазии. Кто-то представляется политтехнологом, кто-то проводит опросы. Вот все это находится за пределами такого общественного контроля. И непрозрачно все это проходит. То есть, если вот такого рода вещи будут продолжаться, это, на мой взгляд, усложнит нам вообще выборный процесс. Надо исключить. Вот все кандидаты, которые здесь присутствуют, Адгур Хохумал сегодня не присутствует, но и в том числе и он, я думаю, мы все желаем нашей стране благополучия, развития. Мы хотим видеть нашу страну процветающей.
Но так как мы проходим выборный период, выборы же пройдут, а нам дальше жить. Поэтому вот я хочу вот один момент как раз по этому поводу обратить на один момент ваше внимание. Вот вчера буквально вот была ситуация. У нас в Пицунде была прекрасная встреча. Полный зал людей, дружественная атмосфера, люди задавали насущные вопросы о краткосрочных, долгосрочных планах нашей команды. Приходит парень, задает провокационный вопрос. Русский по национальности, как потом выяснилось. На вопрос, конечно, получил нормальный ответ. Потом его ребята остановили, потому что было видно, что явно провокация. И пообщавшись с ним, он им рассказал, потому что ему объяснили, что его втягивают в какую-то провокацию, его используют. Как выяснилось, его туда привез некий господин по фамилии Свижба. Как уже сам Свижба признался, является работником штаба Бадри Зурабовича Бумба. Я уверен, что Бадра Зурабович такие поручения им не давал, но тем не менее, это вот такие вещи происходят. Вот мы сегодня обратились в правоохранительные структуры, мы обратились в Центр избирком, то есть это вот такие вещи должны со всех сторон купироваться, потому как у нас и так напряжение в обществе. Дополнительно какие-то вещи делать, которые нас разъединяют, не нужно. Выборы, еще раз повторю, выборы пройдут. Нам дальше жить всем вместе в этом государстве. Это правда или нет, в любом случае точку должны поставить правоохранители. Естественно. Должны разобраться. Да. Мало ли что человек сказал. Такая ремарка все-таки в продолжении этой темы. Технологи, я не знаю, кто они уедут, но мы остаемся здесь. Если так вот понаблюдать в соцсетях, что сторонники одного кандидата, что другого, второго, третьего излагают свои мысли не совсем корректно. Это, я повторюсь, это представители, сторонники всех кандидатов. Я понимаю, что вы с ними лично не знакомы, вообще понятия не имеете о них. Нет, может Роберт, быть, обратиться... Здесь я с вами не соглашусь категорически, потому что грязь льется в сторону исключительно в большей степени, к сожалению, в адрес нашей команды. Измерять несколько телеграмм. Нет, я считаю, что нужно обратиться. Мы с вами договорились, что мы друга не будем перебивать. Абсолютно правильно? Верно, хорошо. Вот, поэтому грязь льется исключительно в большей степени в нашу команду. На самом деле вот эти импортные политтехнологии, на самом деле они вредят тем, в пользу кого они предполагаются, какие-то результаты. Поэтому я призываю всех нас, вот здесь сидящих, воспользоваться вот этим моментом, возможностью обратиться ко всем тем, кто нас поддерживает, не использовать такие технологии, не обливать друга грязью. Мы все друг друга хорошо знаем, у нас прекрасные со всеми отношения, у нас нет вот той напряженности в отношениях, нет той вражды, которая вот мы видим накал в страсти в социальных сетях. Поэтому нужно не обратиться. Позвольте. Да, Бадра Я свои 3 минуты не использовал. Да. Спасибо Я большое. тоже не использовал. Видимо, животрепещущая Вы знаете, тема. да, я считаю, обязательно необходимо прокомментировать инциденты в рамках избирательной кампании. По поводу политтехнологов говорить не могу. Сейчас нет понимания, о ком идет речь. Но когда наши граждане Абхазии, люди уважаемые, могут себе создать напряженность в обществе, это просто недопустимо. Я полностью согласен с Адгуром Абирановичем. Мы действительно, наше общество разделено. Разделять его еще больше мы не имеем права. Безусловно, все те негативные моменты, наверное, каждый по себе чувствует больше, когда грязь от анонимных каналов льется в каждую сторону. Безусловно, этот процесс не контролируем. Либо контролируем, но уж точно не кандидатами в президенты, это очевидно. А вот когда люди заявляют о тех или иных позициях, которые приводят к противостоянию в обществе, это просто недопустимо.
И в этом смысле мы на каждой встрече, и даже сегодня мы призываем, наш штаб в том числе призывает к сдержанности. Действительно, выборы закончатся, мы сохраним свою теплоту общения. Мы дальше должны вместе созидать, улучшать качество жизни наших граждан. В этом смысле я полностью разделяю эту позицию. Прямой вопрос. Бадр Зуравович. К анонимным телеграм-каналам вы имеете отношение? Исключается. Все. Я единственное хотел ремарку сделать, такую небольшую. Я все-таки схожу из вопроса. Вопрос был задан, то есть мы признаем или не признаем выборы. То есть я думаю, что мы вообще отошли от темы. Если будет такой вопрос, касающийся избирательной кампании, я думаю, мы будем отвечать на вопрос избирательной кампании. Поэтому тогда мы как-то так, я так понимаю. Сейчас предоставим слово нашим коллегам. Я думаю, что меня поймут, если я предоставлю слово Манане Михайловне. Сегодня 30 лет Апснопрессу, с чем мы вас поздравляем. Предоставить, да? Так как я подняла. Ну, раз вы здесь, мы вам предоставим слово. Не сомневалась ни секунды. Вообще не понимаю ваши претензии, Манана Михайловна. Вопрос вы можете задать кандидатам в президенты. Ну, как говорил Роберт, можете задать сразу 2 вопроса, а можете 1, а позже еще другой. У меня вопрос ко всем кандидатам. И, кстати, вот сейчас, отвечая на вопрос моих коллег, вы говорили о том, что наше общество разделено, и это действительно серьезная проблема, которая уходит вот в 2003-2004 год. И во всех ваших программах, во всех ваших выступлениях звучит призыв к единению. И вот мне бы хотелось узнать, на основании какой идеи, концепции, какого-то действия вы видите возможность объединения вот этого немножко, в некоторой степени разделенного нашего народа. Это вот один вопрос. И второй вопрос, он касается тоже актуальный, то вопрос, о котором вы говорите, это вопрос конституционной реформы. Как вам видится вот эта конституционная реформа? Вы сторонники президентской власти или парламентско-президентской власти? Буквально 2-3 предложения. Главные элементы конституционной реформы, если вот, вашей программы. Кому? Всем, с учетом того, что мы чередуем начало ответов среди кандидатов, я не знаю, если есть у кого-то желание первым начать. Позвольте я начну, пожалуйста. Манана Михайловна. Еще раз позвольте поздравить вас, ваш коллектив с 30-й годовщиной создания Апснопресс. Вы и ваши коллеги действительно в самый тяжелый период времени, послевоенный, были на передовой информационной борьбы. Именно ваша деятельность помогла доносить информацию до нашего общества и далеко за пределами. Благодарю вас и всех ваших коллег, выходцев из Апснопресс, а их здесь много. Действительно, на встречах нам часто говорят, задают вопрос, как вы планируете объединить наше общество. Многие задают вопрос, в случае вашей победы, в вашей команде будут ли представители тех или иных политических партий и движений? Безусловно, считаю, что принцип объединения должен строиться следующим образом. Не в рамках раздачи должностей, разделения полномочий. Нас должен объединить один закон. Равенство закона, действие закона в отношении всех и одинаково. Только равенство перед законом может объединить наше население и наше общество. Мы, к сожалению, за 30 лет ни разу не передавали власть от одной политической силы другой мирным путем. И все это нас отбрасывает на десятилетия назад. В рамках такого политического противостояния ни о каком объединении речи быть не может. Перспективы нашего государства весьма туманны, если мы продолжим так бороться за власть. В этом смысле эти вопросы взаимосвязаны.
Здесь необходимо, в первую очередь, конечно же, реформирование органов государственной власти. Вы знаете, что проект конституционной реформы, направленный предыдущим президентом Асланом Георгиевичем Бжаниа, я в свою очередь отозвал. Объясню почему. Считаю, что реформы должны быть более глубинные и основательные. От того, что министра будет утверждать парламент, мне кажется, мало чего изменится в нашей стране. Мы должны в первую очередь формировать парламент по смешанной системе, чтобы политические партии и движения пришли в парламент, убрать напряженность и взаимоотношения этих политических партий и движений с площадей в рамки законотворчества. Я уверен, что взаимодействие разных политических сил в рамках законодательной деятельности принесет больше нам пользы и эффекта. В этой связи считаю, что объединять наше общество необходимо не одними лозунгами, призывами, а реальными шагами. В том числе формирование команды, приглашать в команду специалистов, невзирая на их политические убеждения. Считаю, что такого рода шаги позволят улучшить взаимоотношения внутри нашего общества. И ряд других шагов, которые сейчас, конечно же, говорить о них долго, нудно говорить не буду, но мы обязательно в этой нашей программе отразим. Спасибо. Спасибо. Кто продолжит отвечать на вопрос? Я думаю, вы модерируете, а то так это будет продолжаться. Да. Давайте, Роберт Иванович, тогда с вас. Для меня в этом вопросе самое главное — это то, что я за эти 20 лет понял, все то, что декларировалось, к сожалению, не воплотилось в жизнь. И даже, наверное, можно сказать, может, и что-то и делалось, но в принципе, попытки не было, наверное, и желания не было этого делать. Потому что такая ситуация, которая возникла последние 20 лет в процессе противостояния политических сил и личностей, она привела нас вот к сегодняшнему результату, еще раз к очередному. И что еще более сегодня оголило вообще все вопросы житейские, которые насущные стоят, и оказались они нерешенными. Для меня важно, чтобы наступила ответственность. И почему я, в принципе, главное, почему я пошел и делаю это осознанно, этот шаг, участвовать в этой неочередной гонке выборной, это то, что нам необходимо все равно уже от декларирования переходить к практике, от теории уже нужно реализовывать. Мы много времени потеряли. У нас уже должны были быть у населения и у наших избирателей совсем другие вопросы, а не те же самые, которые мы задаем уже каждые 5 лет. И то, что у нас никак не сформируется политическая здоровая система, я считаю, что нужно для начала хотя бы, может, мы и хотим какие-то глубокие реформы провести, но сегодня Конституция говорит и предусматривает отрешение президента, но самой процедуры нет. Для этого не нужно глубокую какую-то реформу провести, для того, чтобы сделать хотя бы закон об ответственности президента, то есть законным образом отстранить его от должности в случае его нарушения нашего законодательства. Мы этот вопрос не смогли решить. Конечно, меня побудило участвовать в этой гонке. Это молодые реформаторы, у которых практически уже была готова программа. Она основана на том, чтобы провести эту конституционную реформу, создать баланс. И о том, о чем задал вопрос журналист, мы склонны к президентско-парламентскому правлению, создав баланс ветвями власти. И парламент должен тоже нести ответственность. И должна быть процедура
распуска парламента тоже. И в каких обстоятельствах, и при каких ситуациях. Все это прописано в программе, и мы готовы это воплощать в жизнь уже на практике. Только это одной из главных причин, которая меня побудила. Ну, конечно, и все остальные административные реформы, о которых мы постоянно говорим, об оптимизации, о которой говорим и никак, которая не наступит у нас в стране, в части структуры и в части расходования средств. Ну, почему мы не можем решить много вопросов сегодня? Это, конечно, один из таких факторов – это коррупция. И вот та политическая система, та ситуация, которая сегодня возникла в стране, как раз она создает вот эту всю среду для того, чтобы все вот эти негативные проявления, они процветали. И они процветают. Но на повестке дня сегодня, к сожалению, все остро стоят вопросы. Ну, все стали остро вопросы. Роберт Иванович, время. Простите, еще Вопросы энергетики, здравоохранения, образования, закона об образовании нету. То есть мы настолько завязли в этой политической борьбе и борьбы за власть, за должность, за ресурсы, что мы забыли о всех других вопросах. 30 лет страна развивается без закона об образовании. Это если устраивает, будем так дальше продолжать. Гурген Иванович, продолжите. Да. Анна Михайловна, поздравляю вас с юбилеем. Спасибо за интересный вопрос. Какие идеи должны объединять абхазское общество? Какие идеалы должны объединять абхазское общество? Я бы так ответил. Это в первую очередь, если мы говорим об обществе, а не системе исполнительной власти, парламенте и так далее, об обществе, в широком понимании этого слова. Это, естественно, наша культура, наша история, наш кодекс Апсура. Вот общность нашей истории, общее видение нашего будущего. Вот это должно нас объединять. Ведь если говорить о нашей истории, она наполнена трагическими сюжетами. Мы должны объединять людей, еще раз повторю, на базе общих идеалов. А что касается объединения политических разного рода партий, общественных организаций, политических движений, это немножко другое. Что касается этого направления, конечно, мне видится, что для объединения всех здоровых сил, потому как всех объединить невозможно. Ну, невозможно коррупционера, откровенного, явного, объединить с человеком, который хочет трудиться и работать на благо государства. Правильно? Что у них может быть общего? Поэтому для того, чтобы объединить все здоровые силы, для этого необходимо целеполагание, нужна программа, нужно общее видение будущего. Тот путь, по которому мы идем. К сожалению, до сегодняшнего дня и абхазское государство живет и работает без плана. Единственный план у абхазского государства — это индикативный план и государственный бюджет на 1 год. У нас нет общей программы или, скажем так, институтов, жизнедеятельность которых дольше жизнедеятельности той или иной политической команды. Вот вы обратите внимание, даже вот если мы все говорим о том, что приоритет для нас сельское хозяйство, аграрный сектор, развитие туризма, ну и ряд других отраслей. Но даже только если говорить о сельском хозяйстве, невозможно развивать сельское хозяйство, не имея горизонт планирования 10-15 лет. Соответственно, 10-15 лет — это 2, а то и 3 политических цикла. Правильно? Вот 5 лет один президент, следующие 5 другой президент и так далее. Соответственно, если программы, государственная политика в тех или иных отраслях не будет утверждена, извините за такое слово, зацементирована, то и развития не будет. Тогда вокруг чего объединяться? Можно до банальных примеров, там кто-то говорил, что чай — это колониальная культура. Помните, да, было? До этого Сергей Васильевич говорил, что чаю надо помогать. Я, кстати, с ним согласен. Вот.
Потом многолетние насаждения пошли. Потом, значит, власть поменялась, эти многолетние насаждения оказались не нужны. Я сейчас говорю без какой-либо иронии на самом деле. Невозможно одно дерево вырастить в селе за 3 года. Нужно увеличивать горизонт планирования. Вот когда мы все вместе, а для этого нужно сильно потрудиться. Вот когда мы будем говорить о своих планах, у нас есть проект первого указа президента, и мы намеренно там включили только краткосрочные шаги. Так как у нас есть свое видение будущего, мы работали вместе над программой 25 шагов, мы работали с Центром стратегических исследований над стратегией, но для того, чтобы вот та программа, которую мы собираемся утверждать, имела силу и объединяла всех, мы будем привлекать все общественные и политические движения для того, чтобы они могли участвовать в разработке и принятии этих решений. Я считаю, что именно вот такие идеи по общему развитию и видению будущего должны объединять. Но еще раз повторю, не бессмысленно стремиться к объединению всех со всеми. То есть у людей разные целеполагания, разная мотивация. Есть государственники, с одной стороны. Есть некие, вот даже вот сейчас за последние 5 лет мы видели открыто, что проводилась, откровенно говоря, антинародная политика. Вот назовем мягко неолиберальный курс. Не хочу вас перебивать, но время. Почему-то вы не хотите, но только меня перебиваете. Нет, я Роберта Ивановича тоже перебила. Неолиберальный курс, который включал в себя такие эпитеты в адрес внешних держателей крупного капитала. При этом, значит, нам необходимо делиться частью суверенитета. Мы сами ничего не можем. И так далее по списку. Сейчас не вижу смысла все это перечислять. Вот с такой программой и с таким подходом, как можно объединить людей, которые видят, что государство должно быть суверенным, сильным, независимым, что энергетическая система должна оставаться в собственности государства? От Гурамяш, эти вопросы еще будут. Извините меня, но я должна буду вас остановить. Спасибо. Да. Следующий Давайте мы вопрос. будем чередовать русский и абхазский. Сейчас на абхазском языке. Я еще не ответил на этот вопрос. Извиняюсь, с большим извинением. Сатам, Спасибо. Елена Терентьевна, вообще без вопросов Это к вам. отношение к абхазскому языку некоторых наших коллег. Я постараюсь уложиться. Олег Александрович. Постараюсь уложиться. Я уже поздравил Манану Михайловну, поэтому перейду сразу к сути. По поводу раскола в нашем обществе. Просто фатальные формы это принимает, к сожалению. Мы 20 лет живем в состоянии постоянного политического стресса. К сожалению, вот реальность такова. Я уже приводил сравнение, оно мне кажется удачным, повторюсь. Мы похожи на людей, которые, проживая в стеклянном доме, когда ссорятся, бросаются друг друга булыжниками. Вот это наша сегодняшняя ситуация. И она продолжается уже длительное время. Раскол, отсутствие единства, к сожалению, оказывает серьезное негативное воздействие на наше общество и государство в целом. Я соглашусь с Робертом Ивановичем в той части, что очень много деклараций, мы их слышим каждую предвыборную кампанию уже на протяжении многих лет. К сожалению, все ограничивается только призывами и лозунгами. Я не знаю другого рецепта, кроме как личный пример. Это лучшее, что возможно придумать. Вот мы сделали небольшой шаг. Удачный он, станет ли он примером для подражания или нет, покажет время и покажет практика. Единственный критерий истины. Мы с Адгуром Патовичем Кокоба, условно люди, принадлежавшие к разным политическим командам, на протяжении многих лет попытались продемонстрировать нашему обществу и политическому классу то, что
объединению нет альтернативы, если мы хотим говорить реально, а не только продвигать лозунги и декларации. Я понятия не имею, насколько успешен будет этот эксперимент. Мы не наивные люди, и, к сожалению, даже не юные уже, поэтому в полной мере осознаем, что это очень сложная задача, и быстро и легко ее не решить. Но, по крайней мере, продемонстрировать то, что нам совершенно неинтересно, из какой команды тот или иной специалист, управленец, вообще неинтересно совершенно. Кто в каком году голосовал за какого кандидата или поддерживал какого президента. Это пагубный путь, который ни к чему не приведет. Мы попробуем сделать такой шаг. Те, кто придут после нас, возможно, продолжат, а может быть и завершат этот процесс. Но альтернативы этому нет. Нет единства, нет успеха для такой небольшой страны и немногочисленного народа. Что касается реформ, скажу в двух словах. Когда я начинаю слышать про всеобъемлющие, тотальные, глобальные реформы, у меня первая мысль – жди беды. Поэтому думаю, что точечные, постепенные, экспертно обоснованные, выверенные решения – это также почти единственный путь. Что можно сделать? Первое, что приходит в голову. Да, соглашусь, что партийно-мажоритарная система должна прийти в нашу выборную систему, в парламент. Это повысит и ответственность, и, я думаю, станет определенным фильтром для качества нашего парламентаризма. Кроме того, все-таки думаю, что за неимением возможности провести реально всеобъемлющие тотальные реформы, то делиться полномочиями со стороны исполнительной власти в пользу законодательной – это нормально. Парламентарии могли бы взять на себя функции, мы могли бы им это делегировать, утверждение руководителей министерств, отдельных ведомств и так далее. Вот это реальный путь. Разговоры о том, что мы сейчас в одночасье все изменим, для меня они не представляются реалистичными. И ряд еще каких-то шагов, которые могут значительно оживить ситуацию во многих сферах. Это не отменяет того, о чем говорил Роберт Иванович, о серьезной реформе, большой серьезной реформе, но начинать нужно не через 5 лет, когда избранный 15 февраля или чуть позже президент начнет задумываться о втором сроке, а прямо желательно побыстрее и немедленно. Вкратце так. Спасибо. Уточню, это было 2 вопроса, и поэтому вы отвечали больше 3 минут, почти 6 минут я на второй вопрос не ответил. Да, но вы 6 минут использовали свои. Простите, я думаю, этот вопрос еще отдельно прозвучит. Давайте перейдем. На абхазском языке шеридочта газета апсына, шерида торчу. Кандидат шазыгишаш. Алхрақәа ҳәа ирҭагӡаны аҳәаақәа иахьа араионқәа шәырҭаауеит, ақалақьқәа шәырҭаауеит, ақыҭақәа шәырҭаауеит, шәуаажәлар шәалызхуа. Хымԥада шәаргьы шәапрограмма рызнажәгоит, аха даргьы ргәалақәа, рыпроблемақәа шәаарымҳәакәа иҟаӡам. Ара проблемақәа зегьы шәрылацәажәартә еиԥш уи иалӡом, еилкаауп, аха лкаақәак шәхазы иҟашәҵазар акәхап, еиҳа еиқәҿызҭуа апроблемақәа ақыҭараҿын, аума ақалақь аҿоума ауаа ирымоу апроблемақәа убри шәзынлкаак ҟашәымҵакәа шәыҟам. Убарҭ азҵаарақәа рыӡбара шәылшома, иаҳҳәап Аԥсны ахадарахьы шәалырхыр. Аҩбатәи азҵаара насы абра бызшәа азҵаара сымҳәар ауӡом. Уи ихадоуп ҳәа сгәы иаанагоит. Иахьа ҳарҭ аԥсуааи, аԥсуа бызшәеи, ус иуҳәар ауазар аҭырџьман даҳҭаххо аҟынӡа ҳнеин ҳаҟоуп, аӡәгьы игәы иалымсааит, аха иҳамоуп апрограммақәа маҷымкәа, иҳамоуп абызшәа закәан ҩнызқьи быжьба шықәса рзы иҳадаҳкылаз, уаҟа насы конкретла иарбоуп, инагӡатәқәоу жәаба шықәса рзоума, жәохә шықәса рзоума, уи макьанас иахьа ус шауа ижәбоуп. Аԥсуа бызшәа аԥхьаҟа арҿиаразы
ақьаадаҿы акәымкәа конкретла аус аҿы ишәҳәарц ишәылшои? Абриоуп ҩ-зҵаарак сымоуп, иҭабуп. Ҩ-зҵаарак ус анакәха ф-минутка зҵаарак рҳәазар, ф-минутка рҟынӡа зҵаарак ҳәак аҟаҵара шәылшоит. Олег Стасович, давайте вот с вас начнем. Извините, перед этим я забыл. Я только что отвечал. Ничего, чтобы я вас потом не забыл, то перед этим так получилось. Это пассараз. Азин сифту зарурус филатақассат. Я думаю, что проблемы сельских районов, так же как и вообще инфраструктурные наши проблемы, это проблемы самые значительные, самые сложные. К сожалению, тех усилий, которые сегодня оказывает государство нашей страны, носят совершенно определяющий характер. Если не будет развития сельских регионов, то мы будем жить в несколько иной стране, в несколько иной Абхазии. К сожалению, мы недалеки от этого. Инфраструктурные подвижки и специальные программы, направленные на развитие, на удержание наших людей в селах, я думаю, для меня это очень чувствительно, очень важно. Что касается развития языка, то здесь также, я думаю, проблемы во многом кроются в экономике. Когда различные программы финансируются по остаточному принципу, то трудно ждать результатов. Думаю, совершенно по-иному надо подходить к этим вопросам. Не нужно ставить глобальных задач, надо начинать хотя бы с малого для того, чтобы это приняло распространенный широкий характер, и тогда, я думаю, через небольшое время мы увидим результаты. Весь мир идет по пути этого упрощения и создания широкой сети, которая позволит, начать, по крайней мере, решение этой проблемы. Топ. Акарепсо браз табуб даразарез дараза ехя хахнео акытыква хаважлар хахрыло хаешшасы балхрат процесс халагадза сгуянагон яха сызхуцон яхазцаракус яхартари хаважлар ргуицхой еуеиԥш маҭагылазаашьақәа проблемақәа ҳарҭ ибзиаӡаны иаҳдыруеит, аха ҿыцла ҳара иаҳбари ганс азнеишьа иаҳбари ҳәа сгәы иаанагон иаҳа асоциалтә ҭагылазаашьа, ауадаҩрақәа, афункциалашара, аӡы, амҩа, еиуеиԥшым проблемақәа ҳарҭап ҳәа. Сара исыздыруам сҩызцәа аиԥыларақәа хрымоу даҽакала иҟоу, ҳара ҳхеиԥыло, ҳауаажәлар ргәы иҵхо, ҳара акзаара ҳамам, ҳбызшәа аҭагылазаашьа, уаҵәтәи аҳәынҭқар аԥеиԥш, ҳарҭ ҳажәлар еиуеиԥшым адаҟьа уадаҩқәа ихысхьеит, ирдыруеит арҭ азҵаарақәа, ихадароу зҵаарақәа ишыҟоу. Убри аганахьала ҳажәлар ргәы иҵхо азҵаарақәа иаҳзымдыруа ҳаҟаӡам, ҳрыладхоит, ҳпроблемақәа иҳамоу еицҳазеиԥшуп, аха дара иаадырԥшуа ҳажәлар ахдырра аԥеиԥш, аиаша шәасҳәап, даҽазныкгьы агәра ҳнаргоит, ҳара иналкаан акәымкәа ҳԥеиԥш зегьы ҳажәлар зызхәыцуа. Убри аганахьала ҳԥеиԥш анаҳҳәо аԥхьа инаргыланы абызшәа зҵаароуп. Иахьа ҳбызшәа азҵаарақәа хьысҳауп. Абра иҳашәҭыз азҵаара ақыҭа ҿыц аҭагылазаашьа иҟоит, насгьы азҵаара абызшәа аиқәырхара ҵаауеит, дара еимадоуп. Ҳқыҭа ҳазегьы ҳдыруеит, ҳара ҳкультура, ҳдоуҳа, ҳқьабз, ҳахәныҟәгашьа, аԥсуа иҭеитәԥш, абри зегьы аанханы ихыҟоу иахьа ҳқыҭаҿоуп, еиқәырханы ихыҟоугьы ҳқыҭаҿоуп. Абызшәа зҵаарақәа ҳанрылацәажәо, иахьа ҳбызшәа аҭагылазаашьа даараӡа иуадаҩуп. Иахьа иҟоу ижәбоит атехнологиа ҿыцқәа, ахархәагақәа ҳара ҳҿар
акыр ирԥырхагоуп абарҭ атехнологиақәа. Ҳзаҿагыларым аҳәынҭқарра алшара амоума, ас еиԥш иҟоу атехнологиақәа арҿагылара аамҭа иашьашәало аҭагылазаашьа аԥҵара. Хымԥада мап, уҩыза алшарагьы аҳәынҭқаррагьы амоума атехнологиа. Аха ҳарҭ иҳамоуп амаругақәа ҳхы иаҳархәаша. Иахьа ахәбатәи акласс аҟынӡоуп аԥсуа бызшәа ахәҷқәа ихыӡырҵо. Иҟоуп амаҭәарқәа ихацҵатәу ажәеиза аҟынӡа. Гхак ҳахьаат агьоурым, уи ҳариашоит. Аха убри амҩа ҳақәымлар, ҳбызшәа, ҳашколчкәынцәа ажәеиза класс аҟынӡа иныҟәрымгар, ирала ахәыцрагьы иаҟәыҵоит, егьырхашҭуеит. Нас аиаша шәасҳәап, хәҷык ҳхгьы ҳжьо ҳалагеит. Абызшәа ззымдыро ашколқәа иоуҳашьҭуеит ахьтәы медалқәа рыҭаны. Иашоума? Нас ҳанцәажәо, ҳалацәажәоит абызшәа зеиқәырхатәу. Ахәҷы еиликаароуп, абызшәа иззымдырыр аҳәынҭқарраҿы аԥеиԥш даара ишуадаҩхо. Амчраҿы анеираума, ахархәара аганахьалоума, ҳауаажәлар рылага. Убас иҟоу азҵаарақәа хаҵгылара аҭахуп. Ҳбызшәа азҵаарақәа иаҳԥырхагоу даҽа ԥшәасҳәоит. Сара акультура аминистрраҿы аус анызуаз, усҟа сыдскылт аԥсуа бызшәашҟа аиагара ашәҟәқәа реиҭаны иааира акультура аминистрраҿы. Аԥсуа культура аминистр аҟны урысшәала ашәҟәқәа еимаҳтәон. Ас еиԥш аҳәынҭқарра ҳзышьақәыргылаӡом. Сара усҟан аҳәынҭқарра ахадара ишҟа акандидатра сцот ҳакәӡам изыҟасҵоз, акалс ҳакәӡам изыҟасҵоз, ҳбызшәа аҭагылазаашьа еилкааны исҭахын сара исылшо анагӡара. Абра шықәсқәак иҭагӡаны аҳәынҭқарра ахада ихаҭыԥуа исахьынӡаҟаз, ари азҵаарақәа хаҭала аӡәгьы исыдимҵиtzеит, аха сызхьаауп, издыруеит аҭагылазаашьа. Еиуеиԥшым ҳара ҳажәларҿы амаҵ зызуа абызшәадырыҩцәа срыԥхьон, иаазгон, аиҿцәажәара миԥаҳкуан. Иалскааз шәасҳәоит. Ҳара хаз-хазы ахәыцшьа абри азҵаараҿгьы иаҳԥырхагоуп. Ҳбызшәадырыҩцәа ааидгыланы ирзлымхӡеит мҩак ҳазегь ҳазнылаша. Аӡәы ииҳәо, аӡәы иашам ҳаизиԥхьаӡоит, аӡәы ииҳәо даҽаӡәы иԥиргоит. Абри аҿгьы иаҳныԥшоит ҳара акзаарак ҳамам ҳбызшәаҟнгьы. Убри аганахьала сгәы иаанагоит ҳара ҳзызхәыцо, ҳазлацәажәо, милаҭҵас ҳаиқәзырхо ҳбызшәоуп. Ари азҵаарақәа ԥхьаргыланы азнеира аҭахуп. Иҵегь иҟоуп аметодикақәа ҿыцқәа алагарала. Ара уажәы хықәкыла сызнеиӡом, аха сара иалзгаз сгәаанагара шәара шәҟынӡа иназгоит, ҭабуп дараӡа.